Россоюз СПАС сегодня – это 80 региональных отделений, в состав которых входят спасатели федерального, регионального, муниципального уровней, других ведомств и служб, добровольцы и люди, неравнодушные к проблемам безопасности. Общественная организация создана 15 лет назад по инициативе нашего земляка, Героя России Сергея Шойгу. Юбилейные медали и благодарственные письма вручены спасателям и добровольцам, а также журналистам, освещавшим деятельность спасателей. Сегодня 27 декабря в Российской Федерации отмечается День спасателя. Позвольте, пожалуйста, от всего личного состава Туинского поисково-спасательного отряда и от себя лично поздравить всех спасателей, всех ветеранов, всех тех, кто так или иначе связан со спасательной службой, жен, сотрудников и работников пожарной охраны, спасательной службы и наших дорогих ветеранов с Днем спасателя. Желаю, чтобы в нашей жизни было как можно меньше чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных происшествий. Всем желаю мирного неба и спокойных рабочих будней. С праздником, с наступающим Новым годом! Спасательной деятельностью мы начали заниматься с 2012 года. Конечно, было все сложно, трудно, но мы настолько уже сблизились, сдружились с Россоюз СПАСом, что дошли до такого уровня, что не только наши студенты принимают участие в профилактических мероприятиях, но и участвуют в образовательных мероприятиях. Наши студенты, которые обучаются по профессии физкультура БЖД или биолог, у них есть еще дополнительная специальность спасатель, которая дает возможность вести уже в школах такой предмет, как ОБЖ. В эту профессию, наверное, идут люди мужественные, выносливые, терпеливые. Люди еще идут туда решительные, потому что в некоторых ситуациях, даже я тоже принимала участие в разных спасательных мероприятиях, приходится принимать решения. Что делать, как делать. Я заметила, что даже мои студенты, они очень легко ориентируются после образовательных мероприятий и принимают жесткое решение на свои 23 года. Поэтому спасатели, я думаю, что это люди, те, которые выносливые, решительные и мужественные. Россоюз СПАС на федеральном уровне инициирует внесение законопроекта в Госдуму о пенсионном обеспечении спасателей региональных спасательных служб. Вся проблема в том, что спасатели региональных служб, в отличие от федеральных, не имеют права на досрочное пенсионное обеспечение. Также на региональном уровне Россоюз СПАС готовит законодательную инициативу об учреждении почетного звания «Заслуженный спасатель Республики Тыва». Учитывая то, что в этом году 15 лет нашему Российскому союзу спасателей, мы просим правительство Республики Тыва, Верховный Хурал Республики Тыва учредить для наших спасателей почетное звание заслуженного спасателя Республики Тыва. Хотелось бы отметить, что почти в большинстве регионов данное звание имеется, то есть в государственной наградной системе республик и областей. А в нашей республике, где родился Сергей Кужегетович Шойгу, первый спасатель России, такого звания нету. Поэтому хотелось бы, чтобы нас поддержали в наш праздник. И тоже к Новому году хотелось бы немножко чуда, так скажем. Для получения звания заслуженного спасателя Российской Федерации спасатель должен отработать в системе поисково-спасательных служб не менее 20 лет, получается. И за всю историю данной российской награды из Республики Тыва был удостоен только один человек. Это Дажа Ольга Мартоловна, экс-руководитель Туинского поисково-спасательного отряда МЧС России. И до сих пор данного звания никто так и не получил. Поэтому очень сложно получается до российской награды. И хотелось бы, чтобы наших спасателей тоже поощряли таким образом, заслуженным спасателем Республики Тыва. Инициируемое почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Тыва» будет присваиваться тем спасателям, которые имеют стаж работы больше 10 лет. В День спасателя отмечают лучших. В Туве им стал Тумен Иргит, который также признан лучшим спасателем в Сибирском федеральном округе. Я Туинский поисково-спасательный отряд начал работать с 2016 года. Спасатель – это не профессия, а призвание. Я получил лучшего спасателя. Очень рад, что хорошо оценили мою работу.
Получается, самое большое количество поисковых спасательных работ участвовал. Работа спасателя так-то она трудная, но самое главное быть готовым, в себе уверенным. Желаю всем коллегам с праздником, с Днем Спасателя. Желаю всем счастья, добра, здоровья. И самое главное, чтобы дома ждали. Айдана Холыч, Айхан Дунгак, Миран Эргит, Тува 24.